год вообще никто ничего про рейки не знает. Слова такого даже нет. Вот просто глухо. Тогда да. Да, в 93-м году. Я еще удивляюсь, как вы где-то там... вы Вот я там сейчас расскажу. путешествовали. 93-й год. Никто никакого рейки не знает. У меня философский факультет и аспирантура. Я пишу диссертацию по даосской философии. Я вообще от рейки далека, и более того, на всяких Кашпировских и Чумаков, которые были по телевизору, кто-то, может, помнит из более старшего поколения, я говорю хихи, ха-ха, вот шарлатаны какие. То есть я вообще далека от этой темы. Я просто философский факультет. То есть когит эрго сум. Разум определяет все. А вот эти все энергии, это все баловство, конечно. И обман населения. Это я так думала. И вот представляете, вот какое же могло произойти чудо, вот когда тебя ведут в рейки, вот, да, вот это вот я тебе говорю, если ведут, то ведут просто удивительным способом. Мои родители инженеры оба. Отец там был главным директором фирмы «Урал» клавишно-музыкальных инструментов, мама инженер. Вообще далеки от этой темы. И мы никогда не выписывали медицинскую газету. Мы выписывали «Комсомольскую правду», «Спорт», «Известия». И лично для меня журнал «Наука и жизнь». И вдруг я открываю почтовый ящик, а там медицинская газета. Вот кто положил эту медицинскую газету в этот ящик, не понятно. Один раз в жизни. Я беру эту газету, думаю, чудеса, открываю разворот, и там вот такая статья, единственная статья про рейки. Представляете? Ну вот как это должно было все сложиться? Я читаю эту статью очень внимательно. То есть вот прям вот мне было очень интересно. И больше всего мне в этой статье понравилось, вот ответ на твой вопрос еще раз, что рейки не имеет отношения к религии. Что рейки это не религия. А я тогда к религиям относилась очень скептически. Пока я не пошла в христианство, а в христианство я пошла, когда у меня был чудесный случай общения с Христом, то с Богородицей, то есть там это потом развивалось. А тогда я прямо вот, как-то отделялась от всех религий и шла в науку именно. И вот я читаю про рейки, первое, что это не религия, второе, что рейки может владеть каждый, то есть каждому человеку это дано, что это у нас такая, способность, которая нам дана, но она нас спит. И что это очень простая технология, что надо просто положить руки, там прям картинка была, сидит человек на стуле, и целитель вот так держит руки на животе и на пояснице. Но дело даже не в этом. Само слово рейки на меня произвело волшебное действие. Рейки. Потом сказала моя мастер-учитель из Швейцарии, была моя мастер-учитель Сюзанна Тринер, 15 лет стажа в рейки. Она сказала, что ты 4 раза воплощалась мастером-учителем рейки, у тебя стоит печать на лбу, что ты мастер-учитель рейки, тебе надо. Представляете, вот, то есть как вот меня вытащили, да, просто кто-то сунул эту медицинскую газету, и я такая, как я хочу. А сколько лет тогда было? 93-й год, мне лично было 28 лет. Я в 30 лет стала мастером-учителем. Сейчас мне 61. То есть это 100 лет назад было. Вчера исполнилось. По паспорту. Вот. И я думаю, как бы мне это рейки заполучить? Где бы мне это рейки заполучить? А у нас тогда в городе было сообщество «Аура». Туда входило 20 человек, эзотериков. Во всем городе было 20 эзотериков. Город еще миллионный был, не 3-миллионный. И мы ходили по всем семинарам, вот кто приезжал к нам, русские, нерусские мастера, мы ходили. И вдруг мне звонят и говорят, слушай, будет семинар по рейки. Ты пойдешь туда? Я говорю, как? Это вот случилось с разницей в 2 месяца примерно. То есть я это заказала рейки, конечно. Или мне кто-то его послал. К нам приезжает Лена Балашова, москвичка, которая одна из первых пропагандировала рейки, с 11-месячным младенцем у груди. Был мороз минус 30, был февраль. Представляете, февраль. Вот у меня февраль – это месяц, когда я получила первую ступень, третью мастера-учителя, следующего мастера-учителя. То есть вот просто вот какой-то месяц рейки. И всегда, когда идет февраль, собираются чудесные рейки 1, рейки 2, семинары рейки 3. У нас
У меня юбилей в этом году 33 года. Я в рейке и 30 лет мастер-учитель. Так что я первый мастер-учитель в этом городе, и вам просто повезло, потому что прямая традиция, прямая пожалуйста. Конечно, нам повезло. Я вообще хотела сказать, когда Мариса, правильно, Светлана, когда Светлана рассказывала, там, ну, говорила про себя, и, там, как вот она там искала, не искала, я думаю,